Друзья, доброе утро. Утро, говорит, добрым не бывает, да? Кто служил в армии. В общем, ребят, 9 утра. Я уже минут как 40 как раскидался. Проснулся. Самое интересное, что я вчера не смог уснуть до 3 утра. Тупо Вася до 3 утра. Ну вообще не могу и все. Такая буря вчера была, ужас, что творилось. Снегопад, все замело вон нафиг. Перемело точнее. Снега было не особо много, но просто был сильный ветер и все ковром пошило. Буранки, не буранки, все перемело. Вот. Приехали. Ребятки тут смотрю. Не один я слышу, кто-то жужжит. Смотрю, раз техника подъехала, два техника подъехала. Но одних я знаю, это Мишка подъехал. Мишенька. Вот. Короче, ребятки. Ну, так-то, в принципе, все спокойно. Короче, не знаю, тут и музыку слушал, и что-то и туда-сюда. Что-то и чай весь термос выпил. Пустой. И, короче, не знаю, ребят. Вот, ну, вот не мог уснуть и все. Ну, офигеть просто как. Потом под утро вырубился, блин. А сам-то понимаешь, что вставать надо уже. А спать охота вообще труба. Спится, блин. В палатке спится вообще великолепно. Че, какие дела, ребят? 9 утра, сработок 0. Ни одной. Ни одной сработки. Жерлицы точно не вмерзли. Карась, скорее всего, живой. Не скорее всего, а живой, потому что вчера буйно он был. Вот вам и, пожалуйста, результат. Вчера, получается, с 11 пошвыряло, с 10 были подъемы. Была мелочь. Попалась одна на 2,5 и мелкая щука. И потом просто вот вышла она. Час рыбалки. 4 щуки я еще взял. Полторашки, 3 и одна килушка, наверное. Может, чуть побольше. В общем, в данный момент 5 щук, 2,5, 3 полторашки и килушка. Ну вот, ребята, это за одну рыбалку, ну, за 1 час рыбалки. Вот и понимай. Вот. Получается, я всю ночь контролировал, выходил где-то там. Просто выйдешь так с фонариком, где-то в окно посветишь. Сработок не было. Ночью щука не клювала. Жесткий перелом погоды. Был мороз, в метель, и вот теперь переехали потихоньку. Вот. Так что как-то так. Планирую сегодня еще остаться. Не знаю. Как бы в течение дня будем решать. Рассматривать все это дело, ребята. Стоит ли остаться и не стоит. Ну, желание есть. Постоять еще 1 день. Вот. А завтра домой. Ну, планово у меня было 2 дня свободно. Завтра у супруги день рождения. В общем. Короче, такие дела, ребят. Так что все, что-то давайте позавтракаем. Ну и пойдем, перетрясем все жерлицы, посмотрим обстановку. Может, что-то перебурю, поменяю, ну и так далее. Хотя, в принципе, четко выставился. Именно там край стрелял, там серединка стреляла, там стреляла, так что все нормально. Тут перебуриваться-то, жерлицы-то ни о чем, чтобы перебуривать, как-то их перемещать. Тем более, ребята сейчас, они за мной встали. Так что пускай уже там как-то они, ну, как говорится, друг другу мешать не будем. Вот, ну все, давайте, ребят. Я не знаю, что бы такое позавтракать, так скажем. Что-то надо съесть, по-любому. Я вчера гречку-то доел. Пакет гречки, 2 котлеты, ну, есть еще 2 котлеты гречка, но как-то нестабильно. Макароны варить надо. Вот. Есть лапша, может лапши похавать. Так, горячего. Наверное, скорее всего, так и сделал. Все, поехали. Ребят, народ потянулся. Вот здесь банда встала. Там банда встала. И где-то вот там банда еще. Самое интересное, что, ребят, меня перекрыли полностью. Тоже ставят жерлицы, но
Такие дела. Согрею на горелке. У меня осталось 2 брикета, ребята. Сегодня надо дрова будет заготавливать. По-любому. Народ, ребят, подтянулся местный. Потеплело. Потеплело. Выходной. Так, тут как раз остатки. Надо набивать. Опа. Надо добивать. Вот так вот. Так, пытаюсь, ребят, зарядиться здесь. Лампа у меня, оказывается, не заряжена была. Вчера потухла ночью. Порубан этот не вытягивает. Или провод не вытягивает. Слабый, ребят, смотрите. Потому что лампа мощная, 10 тысяч миллиампер. Вот. Что-то показано, что типа заряжена. Хотя навряд ли. Что-то вчера музыкой, не музыкой. 20-ку я высадил. Что тут у нас? 9% осталось. Ну, 30-ка еще полная, в принципе. Должно хватить. Что-то уже как будто заряжено, показано. Не может быть. Хотя может и может. Вот. Ну да ладно. Так, что? Вот такой у меня ковшичек. Для одного самый то. Ну, у меня еще есть запасные фонарики, так что хватит нам. Лапшичку, наверное, да, ребятки? Как вы думаете? Лапшичку заварим на лапшичку. И похлебаем. Будет как обед и завтрак сразу. Химоза, конечно, ну, ребят, ну, бывает иной раз выручает, тема классная. Так, в плане. Бывает даже охота, знаете, студенческую молодость вспомнить. Да, было дело. А вот и первая сработка у меня, ребята. Утренняя. Ой, ага. Нагрелся. Не копай. Первая сработка. Выстрел есть. Пускай пока заваривается. Пойдем сейчас посмотрим. Замело. Замело. Так, инструмент где-то еще не потерять. Выходные, что? В деревне техника есть. Все хотят половить щучку. Парни ко мне подъезжали, поспрашивали, что как улов. Надо по-хорошему сейчас будет пройти все жалицы, тряхануть. Ну, меня закрыли, ребята, просто вообще в ноль. Просто закрыли в ноль. О, полная вымотка, ребята. Вымотала уже.
Что, даем первую утреннюю. Опа. Есть. Вообще небольшая, ребят. А как небольшая? Нормальная. Килушку как минимум тащу. Утро начинается с хорошей щуки, ребят. Вот с такой, ребят. Полторашки. Утро начинается с ролтона с полторашечки. Нормально. Хорошо. Это хорошо, ребят. Да что ты будешь делать? Защелкнул, так защелкнул. Он карасям помой. Заглотила вроде. Не могу понять. Карась там еще. Вот она его перевернула, ребят, но еще не успела его сосать. Видите, перевернула. А двойник-то уже там. Все, двойничок в пасти уже. Уже ничего не поделать. Уже никуда не денется. Опа. Поводок такой. Заменим. Заменим, ребят. Хотя еще пойдет, но заменим. Заменим поводочек. Мы заменим. И у нас будет все огонь. Все четенько. Да. Вот почему на выходные, ребят, я не особо люблю выезжать. Потому что народ все равно рыбачит. В будни, конечно, все равно поменьше. Вчера вот был один. Сегодня он, пожалуйста. Три экипажа. Причем по 3 человека. Сразу толпа такая на льду. Застежку убираем. Лунку. Через 4 месяца ее не будет. Карасишки. Вчера компрессор включал. Нормально вроде себя чувствует. Опа, попер. Попер. Все. Огонь. Сейчас позавтракаю, пройдусь по жерлицам, ребят. Сейчас уже выход. Сейчас уже выход попрет. Если он попрет, конечно. Но первое есть. Я рад. Словом погоды. С утра вон нифига. Ну ладно. Пойдем лапшу китайскую хавать. Опять снег попер. Приятного аппетита, друзья. Надо вилку взять. Погодка, да. Жесть. Сейчас позавтракаю и пойдем
Так, проверим жерлицы. Ну, я думаю, живец нормальный, живой. Ну что, ребятки, пойдем, поработаем. У меня загар там. Все, перекусил. Полез, поперли. Офигеть народу. Загар в углу, ребят. Да, сегодня, конечно, теплынь. По сравнению с вчерашним днем, жесть, что творилось. Такие дела. Полно, ребята. Ё-моё. Отлично. Вообще мелко, ребят, походу. А злодюка мелкая, отдай карася. Отдай карася. Тебе он не по зубам. Карася не отдает, ребят. Что, пускай ест тогда, что доедает. Пускай растет. Ну вот, ребятки, малышка. У краю малышка взяла. Карася поймала, пускай уже хищница доедает. Как раз ей хороший кусочек попался. Так, ладно, я сейчас пройдусь. Быстренько посмотрю. Хотя бы 5 жерлиц. Если карась нормальный, то смысла не вижу все проходить. Вот. Ну, бурить, перебуривать тоже. Локация здесь такая, ребят, не особо большая. Куда-то уходить, смещаться, тем более вот друзья, товарищи рыбаки приехали. Вот, уже никак. То, что в этой локации будет, то и будет. Ну, я считаю, что нормально, нормально. С утра одна уже попалась хорошая. Пойдет. Такие дела, ребята. Так, надо сначала печечку подложить, ребятки, чтобы не потухло здесь у меня ничего. И потом дрова надо мутить. И надо будет мутить дрова. В брикете хотя бы кинуть. Пускай там шает. Чтоб угли были. Задуло вчера. Вот то, что эти жерлицы тоже, ребят, высокий класс. Маленькие бы были, все, хана бы было. Задуло бы. Нифига. Немножко промерзло.
Вообще огонь. Карасям бы огонь, ребят. Карасям бы огонь. Ну да, вчера такой мороз был с ветром, что задует по-любому, затянет лунки. Так, ну чё, кажется, все в норме. В озере кислород еще есть. Караси более активно становятся, нежели в кане. Так, край вроде весь живой. На середке сейчас посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут на середочке? Нормально, ребят. Лунки не замерзли. О, чувствую, карась бьется. Вообще, о, какой активный. Офигенный, блин. Короче, нормально. Все живое, все работает. Все живое, все работает. Можно не переживать. Так, ладно, пойду-ка я тофика, ребят, откопаю. Надо какой-то чехол приобрести. Накрывать вот в такие моменты, метели. Накрыл и все. Кстати, у производителя-то продается вроде. Надо будет парням написать. Что он там много места не занимает. В кофр кинул и пускай катается. Чё.
Ребята, погодка. Мужики тоже встали. Рядышком тоже ночевать будут. Тоже снегирь. Такая же палатка. Вообще не видать, ребята. Просто жесть, что творится. Уф, ребятки, ну и погодка. Такая метель пошла. Время 11:19. Утрянку на улице постоял. Нифига, ребят. 2 загара вот было. Не знаю, там что у парней. Народу много заехало. Вот. Жесть. Что, надо дрова, ребят. Надо дровами заниматься. Брикетов все. Дровишки надо будет съездить. Блин, как раз, ну, поеду, и метель как поперла. Ну, ничего не поделать, придется ехать все равно. Потому что на ночь надо что-то подзаготовить. Такие дела, ребят. Так, друзья, у нас сработка. Сработочка. Пойдем посмотрим. Парни что-то расставились и уехали. Туда, что ли, за поворот уехали. Окунька надо половить. Самое крайнее, ребята. Самое крайнее. Я уже туда не пошел. Че тут кто-то у нас? Ну, слушайте, ребятки, почти вымотал. Почти вымотал полностью. Почти полностью вымотал. Не знаю. Ждать, наверное, не будем. А он как будто забирает, ребят. Натягивает. Да, скорее всего, держит. Что, пробуем? Блин, холостая, походу. Угу. Карась живой. Что-то не понравилось. Что-то, ребят, не понравилось. Ну, не знаю, я все-таки надеюсь на вечерний клев, как вчера. Может, что будет. Может, что будет, не знаю. За дровами надо ехать. День короткий, охренеть. Только вроде встал. Пока туда-сюда. Все уже. Смотришь, уже надо готовиться к вечеру. Раз, два, три, четыре. Поедем, попилим дровишек. Так. Сказал бедняк. Так, пускай греется. Корыто возьмем. Барахло. Ой, тут вчера перевернул санки. То все хорошо.
Пила вроде заправлена у меня. Проверял. Все, поехали. Пока светло еще. Сушинку надо, ребята, чтобы рядышком была, чтобы не заморачиваться. Береза-то это трухлявая, надо что-то такое, знаете, поинтереснее. Какой-нибудь сушничок. Заехать еще не заедешь, блин, болото. Вода тут. Воды, блин. Нормально там водички, блин.
Фу, ребят. Ну все, порядок. Дровишек подвез. Блин, местами воды на льду повыдавливал. Вообще труба. Снег валит. Вот. Ну все, дровишки заготовил. На ночь нам хватит. Загаров нету. Причем у пацанов тоже нету. У пацанов тоже нету, ребята. Щука не клюет. Это очень хорошо, что я вчера заехал, ребят. Очень хорошо. Вот. 12-17. Кушать пока неохота. Вечером приготовим. А так труба лепит просто. Самая беспонтовая погода. Знаете, такой мокрый снег. Он облепляет все тебя. Такое все прилипает такое, знаете, все сырое такое, мерзкое. Ни хрена не видно, блин. Как-то так, ребят. Чашку кофею я тебя бодрящего налью и по-настоящему спою. Так, ребят, заварю кофе. Вот с такой конфетой Ирина Андреевна мне дала. Я говорю, дочь, дай что-нибудь папе вкусненького. Бывает охота в лесу сладкого. Глюкозка. Кофейку бахнем, ребят, и поваляюсь, наверное. Плохо спал сегодня. Рыба не клюет. До вечера. Потом посмотрим. Пару часиков кимарну, наверное. В палатке красота. За бортом непогода, а нам по хрену. А нам по хрену, ребят. У нас все шикарно. Тепло и сухо и хорошо. Такие дела. Ваше здоровье, ребята. Кстати, друзья, пока пью кофе, хотел вам прям посоветовать. Кто стоит палатками, рыбачит в плане на льду. Вот, и ну сейчас такая уже пошла мода, что шуруповерты практически у всех. Вот. А в плане крепежа палатки это немаловажно, ребята. У меня был горький опыт, когда я не зафиксировал палатку. Была вроде спокойная погода, я ее поставил, было солнце, весна. А весенние порывы, они такие бывают. И уехал проверить жерлицы за поворот. И какой-то такой циклончик, что ли. Приезжаю, в общем, палатку сдуло. Несколько раз ее опрокинуло, поломало дуги. В общем, палатку надо фиксировать всегда. Тем более, когда ночуете, ночью, неважно. Ночью может быть спокойно, под утро может раздуться такой ветер, что мама родная. Вчера я когда ставил палатку, вот мне тоже было тяжело ее поставить, потому что сильный ветер был. Вот. И в плане вертышей, ребят, что хотел вот порекомендовать, прям вот такая вещь. У меня были раньше, точнее они у меня есть эти трубчатые, знаете, большие. Пайка там на самом деле хрень. Когда-то вмерз у меня, я что-то пнул, пайка отлетела. Плюс трубчатый лед заходит внутрь, и бывает он там примерзает. И когда ты, допустим, хочешь переехать, вот этот внутри лед, он тебе уже не дает закрутить. Вот. Парни ко мне приезжали, братулец подогнал мне вот такие вертыши, ребят, смотрите. Вот такая штука. Офигенная вещь. Вот, очень мощные, крепкие. Вот такая заглушка здесь идет. И в комплекте, получается, идет бита. Бита здесь на 10, я так понимаю. Да. 11, ребята. Вот. В общем, суем шуруповерт и просто его в лед. Вообще красота. Также и обратно его. Вот. Крутая вещь, ребят. Не знаю, на Озоне или на Валбересе. Нужно посмотреть.
комплекте 4 штуки. 4 вертыша и в комплекте идет бита сразу же. Вот. Блин, вообще бомба. Очень мощный, крепкий. Закрутил его, зафиксировал, все. Красота. Братулец я подогнал. 8 штук, 2 комплекта. Цена вопроса, не знаю, что-то в районе 1000 рублей, что ли. Но, ребят, реально очень крепкие, мощные. Закрутили, забыли. Так что рекомендую прям. Ах, пружит. Пружит, пружит, пружит. Ах. Песня. О, огонь.
Друзья, доброе утро. Ну что, еще одну ночку перекантовался на льду. Время уже, ребят, 10 час. Ничего интересного. Вчера 2 сработки за целый день получается. Ночью тоже никаких загаров не было. Ну, монотонно что-то. Ездил к парням в гости. Там посидели, поужинали. Мясо Мишаня жарил. Вот. И как бы так, относительно ничего и не снимал. Потому что, ну, а что снимать? Вот. Переночевал в палатке, ребят, все. Сегодня собираюсь домой, уезжаю. У супруги сегодня день рождения, у Юрьевны. Так что поеду. Вот. Домой. Рыбку подловил, что, 6 хороших щук, ребят. Я считаю, что нормально. Да, то, что вторую ночь остался, как бы, ну, мне хотелось понять, посмотреть, вот именно, вот ночные сработки, не ночные, как оно, что, вот, не знаю, непонятно, в общем, ребят. Выходит, она как выходит, непонятно. Выходила вот в первый день час рыбалки, 2 дня. Вот. Сейчас смотрю, 2 загара есть, ну, не знаю, есть там вымотка, нет вымотки. В общем, такие дела. У парней тоже вообще пусто, всего лишь 2 сработки, что ли, было. Короче, не знаю. Ну, что-то поймали, как минимум. Так что, ребят, что, я потихоньку буду собираться. Надо, не буду задерживаться. Надо ехать домой. Баня сегодня. И все в этом духе. Вот. Так что, все. Я, короче, потихоньку на сборах. Я, ребят, потихоньку на сборах. Так что, как-то так. Нормально. Отлично отдохнул в плане атмосферы. На льду, один в палатке, это прикольно, круто. Так, даже в целом без рыбалки, просто выехать, ребят, пожить, ну, это прикольно. Вот. Так что все, давайте, друзья, я начинаю собираться, все равно время занимает. Печки, палатки, все это надо упаковывать, складывать. Вот, все замело нафиг. Воды на льду столько вышло, вчера пацанам ехал, там вообще врюхался, блин. Вся подвеска во льду, блин. Такие дела. Так что, все, поехали. Сюда. Да, ребят. Разборы, это, конечно, труба. Все это круто. Конечно, но, блин, в плане этого все это много времени занимает. Ну, когда на опыте уже все быстро. Тык. Просто я люблю собираться качественно, чтобы на следующую поездку я знал, что у меня все готово. Что у меня все готово, все хорошо. Где-то сушить, где-то подшить надо, где-то перевязать, перемотать. Это уже сразу отдельную сумку делаю. Ну, потому что, ну, я знаю, что здесь в этой сумке надо что-то переработать. Где делать, перешить, подкрасить, подмотать и так далее. А по-другому никак, ребята. Так и жили.
Так, ребят, ну что, упаковался. Да, как-то такой процесс этот. Ну все, саночки готовы. Подвеску отбил. Рыбка, мусор. Все, ребята, в порядке. За мной ни бычка, чтобы вы понимали. Должно быть так, ребята, понимаете? Ну, понятно, это какие-то там опилки, не опилки. Дровишки, кстати, остались. В следующий раз приеду. Дрова уже будут, как минимум, на ночь. Вот. Отлично. Вот. Блин, ребят, получается, меняют третью погоду. В мороз, потом в бурю ужасную, такой снегопад. И сейчас вот просто штилек такой и тепло. Кайф вообще. Сегодня день рождения у Юрина. Вот, блин, съездить бы куда-то было бы прикольно. Что-то шашлычки где-то пожарить, там такое себе. Так, у меня 2 сработки, ребят. Я железо до последнего держал, не снимал. Потому что, ну, мало ли, сработка будет и что-то еще. 2 сработки утренние, я даже не подходил. Вот. Пойдем посмотрим. Дай. Нету вымотки, ребят. Что-то помотало. И все. Помотала маленько и все. О, блин. Карасища. Караси какие-то, я не знаю. Жесть просто. Такая же история. Такая же история, ну. Живой. Живой карасик. Живой. Не знаю, что это. Ребята, не знаю, что это. Так, ребят, ну все. Уезжаю домой. Закончился мой уикенд, так скажем. 2 дня пожил, ребята. Побалдел, порыбачил. 6 щучек, хороших щучек. Везу домой на Новый год. На новогодний стол будет щучка. Вот. Что сказать, ребят? Ну, все сами видели. Что, красота. Вот, грубо говоря, час рыбалки, ребята, за 2 дня. Час рыбалки, чтобы вы понимали. 48 часов, а клювало 1 час. Так что такие дела. Все, ребят, давайте. Поехал я домой. Меня ждут девчонки. Сегодня день рождения. Так что надо ехать, спешить. Все, ребятки, давайте. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, ребята. Это очень важно в наше время. Все, никогда не просил. Ну, теперь говорю. Давай, пока. Вот такие дела, ребята. Какой красавец, ребята, сидит. А там сколько их? Ну. А что ты? Тут с гладкоствольного можно было брать, ребят. Вон там сколько их сидит. Сидит, не улетает. Ну, техника, потому что пешком бы он сразу улетел. Ну да, тут можно было стрелять. Строечки легко. Оу! Офигел. Ладно. Живут тут они, красавцы.